Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая из студии в Вашингтоне. Главное в программе сегодня. В Донецком аэропорту продолжаются работы по извлечению тел погибших из-под завалов. Михаил Саакашвили и Гарри Каспаров выступили на слушаниях Конгресса США по Украине. И в преддверии Европейских игр улицы Баку зачищают от бездомных животных. Как обычно, начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Украина скорбит по погибшим шахтерам. Сегодня в стране день траура. Накануне на Донецкой шахте имени Засядько произошел взрыв, предположительно из-за нарушения правил техники безопасности. Под землей в тот момент было 230 человек. Сегодня поиски продолжились. По словам министра энергетики Украины, лидеры так называемой ДНР от участия украинских спасателей отказались, заявив при этом, что сами справятся, а если и будут просить помощи, то только у России. Нашему корреспонденту Шахиде Якуб, которая в эти дни работает на Донбассе, удалось попасть на территорию шахты. И на данный момент все, что нам известно, согласно данным МЧС, так называемой Донецкой Народной Республики, погибших шахтеров 32, 15 человек находятся в больницах, один из них в достаточно тяжелом состоянии. Спасательные работы продолжаются. К месту аварии, как мне сказали, подтянута техника, все необходимо для того, чтобы дальше тела вытаскивать из шахты. Скорее всего, естественно, тела надо вытаскивать, но все уже мертвые. Пока на этом участке шахты приостановлены любые работы, правила безопасности на шахте, как сам шахтер говорит, не соблюдаются в полном порядке. Уровень метана поднимается иногда слишком высоко, и в тот момент, согласно правилам безопасности, нужно останавливать работы, пока газ не выветрится. Но очень часто это нарушается, видимо, вот произошел на тот случай, когда в течение обстоятельств все-таки был взрыв и погибли шахтеры. В Донецком аэропорту, за который шли, пожалуй, самые тяжелые бои, продолжаются поиски тел погибших бойцов украинской армии, киборгов и боевиков так называемой ДНР. Ищут совместно представители украинского штаба, непризнанной ДНР и России. Больше всего жертв среди киборгов было после обрушения перекрытий здания аэропорта. Из-за обстрелов и отсутствия необходимой техники оставшиеся в живых воины не могли помочь раненым товарищам, оказавшимся под завалами. И какое-то время перестрелка велась под крики о помощи из-под бетонных плит. И вот сегодня в аэропорту начались работы по извлечению тел погибших. Кадры нашего корреспондента Шахиды Якуб. Несмотря на режим прекращения огня, Донецкий аэропорт и прилегающий к нему поселок Пески до сих пор являются самыми опасными районами. Обстрелы здесь продолжаются ежедневно, что значительно осложняет работу спасателей. По словам генерала Ленцова, аэропорт – самая проблемная точка на линии соприкосновения. Именно на нее приходится 90% обстрелов. Здесь в аэропорту находится еще в новом терминале. Мы сейчас проходили открыто и под завалами наблюдали тела погибших военнослужащих вооруженных сил Украины. Стороны прилагают все усилия для выполнения соглашений. Совместный центр, представители совместного центра, которые находятся в Донецке, которые находятся на участках, делают все для имплементации Минских соглашений. Мы здесь для того и есть, чтобы все получилось. По словам министра обороны так называемой ДНР Владимира Кононова, под обломками остается по меньшей мере 30 тел погибших украинских военнослужащих. До сих пор из-под обломков разрушенных зданий удалось достать тела 7 киборгов. Со стороны Украины приедет представитель, официально уполномоченный от Министерства обороны. Мы передадим тела, а уже идентификация тел будет производиться в Днепропетровском морге. Там ведется забор ДНК и устанавливается личность. Донецкий аэропорт практически полностью перешел под контроль сепаратистов в конце января этого года. Продержавшись в аэропорте 242 дня, украинские военные были вынуждены сдать позиции. Тела всех киборгов можно будет вытащить в течение недели, если не будет обстрелов, сообщает МЧС так называемой ДНР. Шахида Якуб для настоящего времени из Донецка. И о Надежде Савченко. По данным Федеральной службы исполнения наказаний России, украинская летчица, которая продолжает содержаться в московском СИЗО, согласилась ослабить голодовку. Она будет принимать куриный бульон. Адвокаты эту информацию подтвердили буквально за несколько минут до начала нашего эфира. Тем временем суд не удовлетворил жалобу защитников на отказ следователя отпустить заключенную на заседание ПАСЕ.
Адвокаты Савченко и руководство Ассамблеи уверены, став депутатом украинского парламента, юридически она имеет все права участвовать в работе ПАСЕ. В зале суда украинская летчица появилась в сопровождении усиленного конвоя. В тюрьме Савченко с июля прошлого года. Голодовку она продолжает уже более 2 месяцев в знак протеста против задержания. За это время Надежда потеряла более 20 килограммов в весе. Испанская полиция обнародовала видеозапись задержания бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова. Он бежал из Киева в феврале прошлого года после смены власти и, собственно, после бегства президента Януковича, с которым работал. С января этого года к его розыску подключился Интерпол. Испанская полиция во вторник арестовала бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова. По данным правоохранительных органов, он проживал в одном из особняков в муниципалитете Альтеа в Валенсии. Испанская полиция опубликовала видеозапись, где мужчину после задержания везут в наручниках на допрос. Колобов занимал должность министра финансов с февраля 2012 по февраль 2014 года. После смены власти на Украине и бегства Виктора Януковича чиновник также покинул страну. 12 января 2015 года Колобов наряду с бывшими президентом и премьером был внесен в базу розыска Интерпола. На родине их подозревают в растрате, присвоении средств и хищении в особо крупных размерах в составе организованной группы. Теперь бывший министр финансов предстанет перед испанским судом, который определит порядок его экстрадиции на Украину. Мне же остается добавить, что по заявлениям юристов процесс экстрадиции Колобова в Украину может занять от полугода до 1,5 лет. Эксклюзивное интервью. В студию программы «Настоящее время» пришел один из самых известных чешских политиков Карл Шварценберг. В разные годы глава древнего княжеского рода, возглавлял Хельсинский правозащитный комитет, был управ делами президента Вацлава Гавела, дважды занимал пост министра иностранных дел Чехии. Вот фрагмент интервью, где разговор идет о войне в Украине, судьбе Надежды Савченко и убийстве Бориса Немцова. Надо говорить правду. Нельзя принимать формулировки российской пропаганды. Сейчас люди уже используют выражение «украинский кризис», введенный в оборот российскими СМИ более чем полгода назад. А нужно говорить о войне, которую Россия ведет против Украины. Что касается Надежды Савченко, находящейся сейчас в российской тюрьме, я очень впечатлен ее поведением. Я желаю ей удачи, но не смею давать ей советов. Все, что я могу сказать ей, это то, что я восхищен ее поведением. А Борис Немцов был настоящим героем. Он боролся за то, чтобы сделать Россию лучше. Надеюсь, что после того, что случилось, Россия проснется. Немцов обладал удивительной харизмой, умом. У него были правильные идеи. То, что он погиб, это трагедия, потому что он символизировал надежду на лучшее будущее России. Это «Настоящее время», и далее у нас эфир из Вашингтона. Газета «Коммерсант» сообщает, Совбез России разрабатывает меры по противодействию цветным революциям. Его представители отмечают при этом, убийство Бориса Немцова могло планироваться силами извне как катализатор для формирования в России управляемой агрессивной политической толпы. Наташ, продолжайте. Белый дом отреагировал на намеки представителя Совета безопасности России, что убийство Немцова могли организовать из-за рубежа, в частности из США, чтобы спровоцировать беспорядки и привести в конечном итоге к смене режима Владимира Путина. Комментарий пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста. Это абсолютно возмутительное, ничем не обоснованное заявление, и именно поэтому в своем интервью Рейтер в начале этой недели президент отметил необходимость немедленного проведения прозрачного, основательного и профессионального расследования обстоятельств убийства господина Немцова. В Конгрессе в среду состоялись слушания под названием «Украина в осаде». Некоторые законодатели резко критиковали администрацию Обамы за нежелание предоставить Украине оборонительное оружие, а также не предоставление своевременных разведданных. Конгрессмен Элиот Энгель, например, назвал ошибкой то, что в 2008 году Украина и Грузия не были приняты в НАТО. Помощник госсекретаря Виктория Нуланд, выступая перед конгрессменами, заявила в свою очередь, что в Украине находятся тысячи и тысячи российских солдат. Нуланд отметила, что ей больно видеть потери с обеих сторон, и она хотела бы, чтобы кровопролитие прекратилось как можно быстрее. Как мы уже отмечали ранее, санкции будут смягчены, когда минские договоренности будут выполнены полностью. Но усилий в этом направлении нет. Меня беспокоит то, что политика Кремля наносит ущерб россиянам и в экономическом плане, и когда их сыновья возвращаются домой в гробах. Вот что меня волнует. Я потратила 25 лет жизни на то, чтобы интегрировать Россию в Европу и международную систему, и я беспокоюсь о судьбе россиян ничуть не меньше, чем о судьбе украинцев.
Параллельно в Сенатском комитете по внешним связям прошли слушания «Российская агрессия в Восточной Европе», куда Путин отправится после Украины, Грузии и Молдовы. Перед членами комитета выступили российский оппозиционер Гарри Каспаров и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Подробности в репортаже Вадима Оленичева. Мнение авторитетных экспертов, собравшихся на Капитолии, сводилось к следующему. Россия превратилась в преступный режим, экспортирующий террор, а президент Путин стремится расколоть Европу, чтобы ослабить своих оппонентов. Но для европейцев Россия слишком сильна, чтобы они могли сами решить эту проблему. Поэтому Америка должна взять на себя лидирующую роль в разрешении кризиса. Приглашенный на слушание Михаил Саакашвили напомнил присутствующим, что, будучи экс-президентом Грузии, он не понаслышке знает, что такое военная машина Кремля. Поэтому, полагает Саакашвили, Запад должен вооружить Украину. Иначе Украине уготована участь Грузии, потерявшей часть своей территории. Мы в основном обсуждали вопрос предоставления Украине оборонительного оружия. И надо сказать, что логика очень проста. Американцы гарантировали территориальную целостность Украины взамен на то, чтобы Украина отказалась от нескольких тысяч ядерных боеголовок. Взамен украинцы сейчас просят несколько тысяч антитанковых ракет, чтобы защитить свою свободу. И я думаю, что тут даже вопроса не должно быть, что им должны было быть это предоставлено. Но я думаю, что пока политический класс практически готов к этому решению. Присутствие Саакашвили на слушаниях не случайно. Сейчас он возглавляет Международный совет по реформам при президенте Украины и выступает за расширение военной помощи Киеву. Экс-президента поддержали и приглашенные на встречу американские эксперты Стивен Бланк, Дэймон Уилсон и Стивен Пайфер. Соединенные Штаты, считают они, должны понять, что предоставление украинским властям вооружений укрепит их и стратегически, и политически. Мнение экспертов поддержал и председатель Фонда прав человека Гарри Каспаров. Он прямо заявил сенаторам, что Владимир Путин реставрировал в России полицейское государство, и его необходимо остановить. Пока есть возможность остановить Путина, надо пытаться это делать. И поставка оружия, она имеет не только военное значение, но еще очень важное психологическое, потому что это решение покажет, что и Америка, и Европа, и НАТО готовы защищать и Украину, а главное, тот порядок, мировой порядок, который был сформирован в 1945 году и который после 1991 года был подтвержден. Потому что если этот порядок будет разрушен, то мы погружаемся в хаос, и тогда количество жертв будет бесконечно большим. Резюмируя сказанное, приглашенные эксперты отметили, что Запад должен по-прежнему применять против Кремля экономические рычаги. Однако Соединенные Штаты должны быть готовы к тому, чтобы оказать Украине и военную помощь. Они уже делали это в Афганистане в 80-е годы и, как было сказано, вполне успешно. Тогда поставки оружия афганским повстанцам, боровшимся против советских войск, принесли положительный результат. Такого же шага они ожидают и от американского правительства сегодня. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Если уж мы заговорили о сохранении мирового порядка, 45 лет назад вступил в силу договор о нераспространении ядерного оружия, который был заключен на 25 лет, но в результате стал бессрочным. Договор определил, что только 5 великих держав могут обладать ядерным оружием, и эти страны обязались его не применять. Однако за время действия договора ядерным оружием обзавелись Индия, Пакистан, Северная Корея, возможно, Израиль. Вот сейчас международное сообщество пытается определить будущее иранской ядерной программы. Президент Обама в специальном заявлении сегодня говорит, что договор и сегодня является необходимым, а госсекретарь Керри отметил, что если дополнительные страны пересекут ядерный рубеж, это может пагубно отразиться на международной безопасности. С нами в студии наш корреспондент Александр Григорьев. Здравствуй, Саш. На данном этапе можно ли считать этот договор эффективным? Это супер успешный договор, прежде всего потому, что к нему присоединилось подавляющее большинство государств мира. Потому что основные его принципы не вызывают ни малейших сомнений и вообще не обсуждаются. Вызывают вопросы о том, каким образом этот договор следует имплементировать и кто что для этого должен сделать, какие деньги для этого надо тратить и какую политическую репутацию рисковать. Но договор предотвратил расползание ядерного оружия на намного большее количество стран в этом мире. То есть изначально предполагалось, президент Кеннеди, у него было такое прославленное предсказание, что через 2 десятилетия будет 20 стран, у которых будет атомная бомба. Соответственно, риски применения ядерного оружия, начало, если не ядерной зимы, то вообще... 4 раза как минимум, да. Так что это вообще уникальная конвенция, которая, можно сказать,
отнести смело к достижениям мировой дипломатии, высочайшим достижениям мировой дипломатии. Вот если мы посмотрим на ситуацию в Украине, после распада СССР Украина отказалась от своего ядерного арсенала, в общем, одного из самых больших в мире. Сегодня многие украинцы, по-моему, об этом жалеют. Что можно об этом сказать? Ну, безусловно, они жалеют, потому что на тот момент Украина казалась третьей или четвертой ядерной державой по размерам арсенала, и логика начинает доминировать та же самая, которая доминировала, например, у Саддама Хусейна или у Муаммара Каддафи, который говорил, вот если бы у нас была бомба, нас бы не тронули. Если действия России приведут к распространению вот этой идеологии, последствия будут самыми печальными. Силовые методы по нераспространению, скажем, то, что Израиль в свое время бомбил иракский реактор, к чему это привело? Как всегда, есть две стороны одной медали, да, то есть, посмотрев на то, что произошло с иракским реактором, Иран начал изначально строить свою ядерную инфраструктуру так, чтобы ее сложно было уничтожить. С другой стороны, ИГИЛ, который там действует, сейчас не получит никакого доступа к ядерным технологиям. Спасибо. С нами был наш корреспондент Александр Григорьев. К первой годовщине аннексии Крыма Атлантический совет и правозащитная организация Freedom House опубликовали совместный доклад о ситуации с правами человека в Крыму в период российской оккупации. В докладе говорится о репрессивной и дискриминационной политике Кремля в отношении этнических и религиозных групп, выступавших против аннексии. Отмечается, что активисты и журналисты, которые пытаются встать на защиту прав человека, цитата, подвергаются пыткам, запугиваниям и нелегальной конфискации имущества, в результате чего многие из них вынуждены были эмигрировать. Авторы доклада делают вывод, что многие нарушения не получили широкого освещения в связи с подавлением СМИ и активным насаждением российской точки зрения, цитата, маскирующей неприглядную реальность, в которой живет население Крыма. Передаем слово нашим коллегам в Праге. Государственный имидж любой ценой. Баку готовится провести первые европейские игры под эгидой МОК. По некоторым оценкам, Азербайджан собирается потратить на них более 4 миллиардов долларов. Оргкомитет игр возглавляет супруга президента Алиева. Между тем, правозащитники продолжают критиковать Баку за несоблюдение прав человека и указывают на наличие в стране политических заключенных. Пока власти критику традиционно отвергают, в Баку начинают наводить лоск. Для этого используют все средства. Так, например, фиксируются массовые случаи уничтожения бездомных животных. Собак просто сжигают в специально созданных крематориях. Жительница Баку Елена Семакина не ожидала, что ей придется заняться спасением бездомных собак. Сейчас на ее попечении находится около 40 животных. О том, что в преддверии европейских игр власти страны занимаются уничтожением беспризорных животных, она узнала случайно, когда похитили ее собственную собаку. Они, собачники, приехали, убили мою собаку. Это попытка по вызову соседки. Я даже вообще не знала, что собачники есть, нету, да. Когда они приехали, моя камера на улице, которая видеонаблюдение есть, она зафиксировала это. И я стала искать этих людей. По данным ветеринаров, бездомных животных в Азербайджане около 1 миллиона. Пойманных животных службы отвозят в специально отведенные места, где убивают и сжигают, а иногда и вовсе забивают прямо на улице. Инициативные группы держателей приютов предлагают стерилизовать животных, чтобы ограничить популяцию, но без поддержки государства могут делать это только в частных клиниках, где процедура стоит около $100 за одно животное. В результате собаки и кошки размножаются быстрее, чем их успевают отлавливать. Потому что одна самка, что кошка, что собака, рожает по 10 щенков. И эти 10 щенков потом опять вырастают. И эти 10 щенков потом тоже рожают. И вот так вот популяция не уменьшается. И решить вопрос отстрелом не получится все равно. Власти Азербайджана после того, как Семакина опубликовала видео, заявили, что это пропаганда против европейских игр. И неизвестно, где видео было снято. Многие проправительственные азербайджанские сайты удалили видео после комментария главы президентской администрации. Ситуация Елены Семакиной – лишь малая часть проблемы с нарушением права на свободу слова в Азербайджане. Европейские игры будут проходить в то время, когда в стране продолжаются массовые репрессии против инакомыслящих. Организации Human Rights Watch и Amnesty International призывают не закрывать глаза на вопиющие факты нарушения прав человека в стране, а также освободить политических заключенных. Власти наличие политзаключенных отрицают. Екатерина Кочкина, «Настоящее время».
5 марта – очередная годовщина смерти Сталина. И вот как раз в эти дни музей Пермь-36, единственный сохранившийся сегодня в России лагерь ГУЛАГа, отцензурировали. Новое руководство музея считает, о репрессиях можно и нужно говорить, не упоминая преступлений Сталина. Так что теперь Пермь-36 – это музей сотрудников ГУЛАГа. Споры о вожде народов продолжаются. На фоне войны в Украине некоторые прокремлевские активисты выходят на акции с портретами Сталина. А в ряде городов России к праздникам Победы Сталин начинает смотреть с бортов общественного транспорта. Размещают фотографии. О том, как относятся к вождю народов сейчас на его родине в Грузии, с директором грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Какабадзе беседовал Александр Касаткин. В России в последнее время все чаще звучат лозунги, которые оправдывают Сталина и призывают к появлению еще более твердой руки, нежели существует сейчас. Как с этим обстоят дела в Грузии? В Грузии такие лозунги вряд ли услышишь. Если есть люди, которые положительно оценивают деятельность Сталина, они все-таки объясняют, даже сами они объясняют это тем, что Сталин был грузином, они тоже грузины, и вот представитель такой небольшой нации, так сказать, правил миром чуть ли не. Во всяком случае, был одним из главных игроков на мировой политической сцене, и это, так сказать, этим вся Грузия должна гордиться. Но то, чтобы кто-то говорил о восстановлении там сталинизма или что вот в стране нужна железная рука, такого мне не приходилось слышать уже давно. Есть часть населения в Грузии, особенно это касается восточной части Грузии, так как город Гори, в котором Сталин родился, именно в восточной части, значит, вот в Кахете и в Картле, вот в этих регионах, там время от времени бывают такие всплески, инициированные там, коммунистической партией, союзом ветеранов войны. И вот эти люди время от времени пытаются восстановить памятники. Такие случаи были. Некоторые даже увенчались успехом. Есть несколько деревень в Восточной Грузии, в которых эти памятники все еще стоят. Там или бюсты, или памятники. Но, опять-таки, время от времени противники вот этого устраивают акции протеста, обливают красной краской эти памятники, потом их сносят, потом опять восстанавливают. В городах памятника Сталину уже нет вот с 2013 года, когда снесли последний такой большой памятник в Тел-Авиве, в городе Тел-Авив. До этого, в 2010 году, снесли самый главный памятник, который оставался в Грузии, и даже, наверное, на территории Советского Союза. Я могу ошибаться, но я думаю, что он был самый большой. 6-метровый памятник, выполненный в лучших традициях монументального советского искусства, на 9-метровом пьедестале. Вот его снесли в 2010 году по инициативе правительства Саакашвили. На ваш взгляд, возможно ли, что Грузия вслед за Россией будет стремиться к более твердой руке? Я думаю, что нет. Если вернуться к вопросу об отношении к Сталину и к сталинизму, Россия, и когда я говорю «Россия», я подразумеваю руководство России, считает себя преемником Советского Союза. И, соответственно, преемником всего того, что олицетворял Иосиф Сталин. Вот в Грузии этого нет, и поэтому я вот такой опасности не вижу. Это «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Вновь передаем слово в Вашингтон. У коллег другие темы. Наташа. Спасибо, Сергей. В Бостонском суде второй день выступают свидетели по делу о теракте, совершенном во время апрельского марафона 2013 года. С нами на связи из здания суда наш корреспондент Фатима Тлесова. Она освещает процесс. Фатима, о чем говорят свидетели? Как ведет себя обвиняемый Джохар Царнаев? Наташа, здравствуй. Сегодняшнее утро началось с представление 8-го свидетельства обвинения. Это был тот самый человек, которого практически узнал весь мир на фото, где человек в ковбойской шляпе катил его в коляске, без ноги, окровавленный человек. Он сегодня рассказывал о том, что с ним и как с ним происходило. Это очень драматичный процесс, потому что вчера 6 свидетелей выступали, и практически каждый из них был выжившим. Почти все они пришли на протезах. У кого-то нет обеих ног, у кого-то нет одной ноги. И все они рассказывали драматичную историю о том, как вот этот счастливый, хороший, веселый день превратился в ужас и хаос.
присяжные и мы, зрители, увидели огромное количество фотографий и видеосъемок с места события, где вот эти жертвы и свидетели опознавали себя на этих фотографиях и рассказывали об обстоятельствах того, что с ним происходило. Все это действительно очень драматично. По вчерашнему дню, что очень интересно, то, что он начался с такого, скажем так, ожидаемого сюрприза. Сторона обвинения, главный защитник, сторона защиты, вернее, главный адвокат Джохара Царнаева, Джуди Кларк, она встала и заявила, что защита не пытается отказаться от ответственности Джохара Царнаева. Это был он, она сказала, это был он, человек с рюкзаком, который положил этот рюкзак с бомбой под ноги детей и ушел. Спасибо, Фатима. С нами на связи из Бостона была наш корреспондент Фатима Тлисова. Она ведет живой репортаж в Твиттере из зала суда. Юзер Фатима Тлис. Другая тема. Алкоголь в американской истории. Такая необычная выставка открывается в Национальном архиве США в Вашингтоне. Центральное место на ней занимают экспонаты времен сухого закона, запрета на свободную продажу алкоголя, который продлился в Америке целых 13 лет. Опыт США также безуспешно пытались повторить в ряде других стран. Рассказывает Александр Панов. А сейчас я в последний раз попытаюсь заговорить по-русски. Среди экспонатов этой необычной выставки бокалы, которыми чокались генеральный секретарь Брежнев и президент Форд сразу после подписания заключительного акта Хельсинского совещания 40 лет назад. Любовь-ненависть, так, по мнению куратора экспозиции Брюса Бастарда, характеризуется отношение американцев и американок к потреблению и продаже алкоголя. Основополагающие документы нашей нации отцы-основатели писали не без воздействия горячительных напитков, отмечают историки. Отцы-основатели Америки не только употребляли, но и производили алкогольные напитки. Это копия аппарата, установленного в винокуренном заводе, принадлежащем первому президенту Америки Джорджу Вашингтону. Как известно, Вашингтон производил виски и бренди, Джефферсон – вино, в семье Адамсов варили пиво. Это собрание емкостей дает представление о количестве чистого спирта, потребленного среднестатистическим американцем в 1830 году. 7,1 галлона. Это свыше 15 литров. Для сравнения, сегодня американцы выпивают в год в 3 раза меньше. В общей сложности примерно 7,5 литров, как здесь говорят, абсолютного алкоголя, то есть этилового спирта. 17 декабря 1919 года была принята 18-я поправка Конституции США, запрещающая продажу алкоголя. Впрочем, сухой закон повсеместно нарушался с помощью контрабанды, подпольных заведений и даже медиков. Вот рецепт на выдачу виски в лекарственных целях. Американцы освоили производство домашнего пива и вина только для внутрисемейного потребления. Одной из причин сухого закона было отсутствие какой-либо социальной защиты и государственной помощи женщинам и детям из семей, где мужчина был алкоголиком, терял работу и умирал из-за пагубной привычки. И до сих пор у нас сохраняются города, где почти не пьют, и общественные организации, призывающие отказаться от алкоголя. Например, женское христианское общество трезвости. Сухой закон разделил американское общество, соответственно, на сухих и мокрых, так называли сторонников его отмены, к которым относился и президент Франклин Рузвельт. На выставке его коктейльный набор. Еще будучи губернатором Нью-Йорка, Рузвельт собственноручно готовил напитки и угощал своих служащих, не изменив привычки и в Белом доме. В годы Великой депрессии пить алкоголь стало патриотично. Считалось, что это увеличивает налоговые сборы и создает рабочие места. Неудивительно, что через 13 лет, в декабре 1933 года, принята 21-я поправка, отменяющая действие сухого закона. В американской истории потребление алкоголя – это и удовольствие, еще больше здесь политики, это и трагедия, и философия. Наша выставка, благодаря уникальным экспонатам, освещает все грани этой проблемы. Последний раз партия сухих попыталась ввести запрет в годы Второй мировой, запустив лозунг «Выпивай, ты помогаешь Гитлеру», но он не прижился, особенно в войсках. С тех пор борьба с алкоголизмом ведется по разным направлениям, но главный урок провалившегося сухого закона для американского общества остался неизменен. Каждый решает для себя сам, пить или не пить. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Дана Преображенская. Настоящее время, Вашингтон.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов и в социальных сетях. А настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.